Белорусский феномен. О перспективах развития белорусского общества. Факультету философии и социальных наук исполняется 30 лет. Сегодня это единственное учебное заведение в республике, где можно получить профессиональное философское образование. Хотя история специальности философия уходит в самое основание БГУ, факультет празднует юбилей, взяв 1989 год за точку отсчета. Мы использовали этот повод и поговорили с заведующей кафедрой философии и культуры ФФСН Вероникой Сайгановой. Первая часть интервью посвящена истории факультета и его юбилею. Во второй же мы обратимся непосредственно к белорусскому философскому образованию. Рассказывает Вероника Сайганова. В этом году ваш факультет празднует юбилей. Как он вообще менялся на протяжении лет? И почему дата была выбрана именно 1989 год? Интересный вопрос, действительно очень актуальный. Да, в этом году факультету философии и социальных наук 30 лет. То есть 30 лет, как философское образование в БГУ осуществляется в рамках собственного отдельного факультета. Я сама являюсь выпускницей ФФСН и всегда говорю об этом с гордостью, так как факультет действительно сильный, междисциплинарной направленности, который сумел совместить в себе и классические специальности, которых мы упоминали, это философия, социология, психология, и в то же время инновационные специальности. Важно знать и помнить, что история факультета философии и социальных наук невозможна вне истории становления и развития собственного философского образования в БГУ. В первую очередь нужно вспомнить о том, что самостоятельная кафедра философской направленности появляется в БГУ в 1947 году. Это кафедра истории и философии. Отделение философии в рамках исторического факультета БГУ как самостоятельное появляется чуть позже. И именно тогда, уже в этот период, примерно 60-е годы, формируются исследовательские традиции в области философии в БГУ, формируются научные школы по основным направлениям философии, такие как философия и методология науки, школа научная в области истории философии, в области логики, этики, эстетики, культурологии, религиоведения. И вот представители этих научных школ достаточно достойно представляли белорусскую философию не только в пространстве Советского Союза, но и получили международное признание. И вот вне этих исторических оснований, исторических процессов, которые проходили в БГУ в процессе институциализации, собственно, философского факультета, вот сама история, современность нашего факультета, она невозможна. Что касается 1989 года, то для нас это очень знаковый год, потому что именно в этот период вызрела объективная необходимость сфокусировать преподавание философии и социальных наук в рамках самостоятельного факультета. Что это значит для нас? Это значит, что философия обрела свой дом, обрела свой факультет. И философское отделение в 1989 году, наряду с отделением политэкономии, они стали факультетообразующими. И так возник знаменитый на весь университет ФЭФ, философско-экономический факультет. Он развивался очень динамично, буквально за первые несколько лет открывались, увеличивали свои наборы такие специальности, как социология, психология, открывались новые специальности, такие как информация и коммуникация. И в таком виде факультет активно развивался на протяжении десятилетия. А в 1999 году уже вызрела другая объективная необходимость, когда, собственно, нужно было отделить вот этот комплекс социально-гуманитарных специальностей в отдельный факультет, который в марте 1999 года в соответствии с решением Совета БГУ был создан факультет философии и социальных наук. В том виде, в котором существует ФФСН сегодня, в общем-то, это такой синтез, на мой взгляд, очень такой успешный синтез традиций, инноваций. С одной стороны, наш факультет опытен, профессионален, с другой стороны, он молод, полон сил. С одной стороны, он обращен
к истокам философии и гуманитарного знания, а с другой стороны он такой энергичный, что смело устремлен в будущее. Буквально в прошлом году к нашему факультету присоединилась новая специальность «Социальная работа», и сейчас на факультете у нас 7 кафедр и 5 основных специальностей. Расскажите, пожалуйста, о международном сотрудничестве и, возможно, о научных стажировках именно по специальности философия. Конечно, без международного сотрудничества представить себе современное философское образование невозможно. Достаточно вспомнить 70-е и 80-е годы прошлого века, когда в нашем университете началась совместная подготовка отечественных и иностранных студентов именно на отделении философии. Это впоследствии привело к таким существенным изменениям в преподавании самой философии. Менялись учебные программы, вводились новые курсы, дисциплины, спецкурсы по выбору. То есть менялась сама методика преподавания философии. А что касается международного сотрудничества сегодня, то оно преимущественно сосредоточено в научно-образовательной деятельности. Если говорить конкретно, то в частности философское отделение нашего факультета, в частности кафедра философии и культуры, она сотрудничает с очень многими престижными университетами России. Это в первую очередь Московский государственный университет имени Ломоносова, сильнейший философский факультет. Это Балтийский федеральный университет имени Канта. Очень многие преподаватели, наши студенты, магистранты, аспиранты ездят регулярно на кантовские чтения, на научные конференции, на стажировки именно в Калининград, в этот университет, а также университеты Санкт-Петербурга. Недавно мы начали сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. У нас хорошие контакты с Нижегородским государственным университетом имени Лобачевского. Вот буквально на грядущую конференцию к нам едут оттуда наши коллеги. У нас прекрасные отношения с коллегами из Белгородского университета и совершенно многие другие вузы России, которые проявляют научный интерес в области философии. Также мы сотрудничаем с университетами Украины. Очень хорошо мы дружим с коллегами из Национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского национального университета, также с Киевской академией искусств, университетом Драгоманова. Мы периодически ездим друг к другу на конференцию, у нас есть совместные публикации. Также мы сотрудничаем с Польшей. У нас достаточно хорошие сложились отношения с университетом информационных технологий в Жешуве. Кстати, наш выпускник философского отделения там возглавляет кафедру философии. Также у нас есть сотрудничество с философским факультетом Рижского университета. У нас достаточно много совместных публикаций. Есть очень долговременные и многолетние контакты с университетом имени Константина Философа в Словакии. Наши преподаватели в последние годы очень часто ездят туда в рамках программы академической мобильности, ездят именно в этот университет на стажировки. Достаточно продуктивно складываются отношения с коллегами из университетов Швеции. Кафедра несколько лет назад издала совместную монографию. То есть этот список можно перечислять дальше. В принципе, задействованы все континенты в каком-то смысле для сотрудничества в той или иной степени. Это говорит о чем? О том, что профессорско-преподавательский состав очень активно интегрирован в мировое философское сообщество и заинтересован в сотрудничестве, которое может проявляться совершенно на разных уровнях, а не обязательно программы академической мобильности, а, возможно, какие-то совместные научные разработки и так далее. Интересно также студенческое международное участие. Вот, например, студенты философского отделения за последнее время побывали на стажировках и участвовали в работе научных школ, университетов России, Литвы, Франции, Италии, Грузии, Казахстана, вот то, что сейчас могу вспомнить. Буквально недавно они начали осваивать Восток. Совсем на днях уехал студент философского отделения
в Китай на стажировку годичную. Буквально сейчас на стажировке находится наша девушка в Южной Корее. То есть это говорит о том, что современное студенчество мобильно, оно мобильно во всех смыслах и активно пользует и использует возможности академической мобильности. Ну и, наконец, какие мероприятия в этом году проходят по случаю юбилея факультета? И мы растянули удовольствие празднования нашего юбилея, 30-летия, на целый 2019 год. И весной у нас в марте стартовали студенческие активности, посвященные юбилею. Это фестиваль короткометражного кино «Кальварийские бобры», это и спартакиада среди студентов и преподавателей, посвященная 30-летию. А вот продолжаем мы уже в этом семестре, в осеннем. И что нас ожидает? Во-первых, это 25 сентября состоится торжественное расширенное заседание Совета факультета, будет открыта доска почета студентов нашего факультета. А 26 и 27 сентября пройдет очень большая международная научная конференция, которая так и называется «Философия и социальные науки в современном мире». Будет организована работа 7 секций. Приглашены и подтвердили свое участие специалисты, ученые и, в общем-то, наши коллеги, преподаватели из Азербайджана, Израиля, Испании, Китая, Польши, России, Словакии, США, Эстонии. У нас выступит профессор Массачусетского университета на пленарном заседании, выступит профессор из университета Эстонии, из города Тарту на пленарном заседании. Эта конференция, она будет таким логическим завершением нашего юбилейного года. Белорусский феномен о перспективах развития белорусского общества. В эфире была программа «Белорусский феномен». Сегодня, накануне годовщины ФФСН, мы поговорили с Вероникой Сайгановой об истории этого единственного в Беларуси философского факультета и о мероприятиях, посвященных юбилею. На этом завершаем последний выпуск «Белорусского феномена». На следующей неделе, в тот же день и в то же время, выйдет первая передача программы «Идентичность». В ней мы попытаемся представить понимание белорусской национальной идеи историками, государственными, гражданскими, военными, религиозными и культурными деятелями Беларуси, а также простыми гражданами страны. То, что мы начнем именно с философии и философского образования, не случайно. Ведь вопрос национальной идентичности – самый, что ни на есть философский вопрос. С вами был Арсений Ермолович. До новых встреч на волнах Радио Беларусь. Интервью с политологами и экспертами, комментарии на различные темы внутренней и внешней жизни страны. Радиопроект «Белорусский феномен» о перспективах развития белорусского общества.